получилось такое чудо, что именно который мы называем иконой Иверским. Эта икона была благочестивой, бедной вдове, и когда воин пришел ему домой, по преданию, хотел отнять, и когда она ухватилась за нее, он как бы учит, и ты считаешь, что это, если где-то является как бы Божьей Матерью, ну что, и ударил копьем, и когда вынул копье, с щеки Матери Божьей потекла кровь. И это видя сам воин, был в ужасе, упал на коленях и просил прощения Божьей Матери, по преданию потом это сам сделался великим угодником. Пошел на Афон каяться, принял монашество и сказал этой благочестивой старушке, что все равно не оставят ее образ и что-то нужно придумать. И она взяла икону, не хотела с ней расстаться, пришла к морю, помолилась, сказала: «Пресвятая Богородица, да будет святая воля Твоя», и отпустила по морю. Она видела, как над морем поднялся образ Пресвятой Богородицы, поплыла по морю. По преданию приплыл на гору Афон. Эта гора Афон, почему его назвали Иверским, хотя там Иверского ничего не было, честно говоря, я всех люблю, но правду нужно всегда говорить. Это монастырь делали в то время аланы, то есть осетины делали. Но достался им, потом сегодня опять достался грекам. Но сам по себе история гласит о том, что когда там приплыла икона, там был благочестивый монах, звали его Гаврил, родом с Южной Осетии. Именно ему было сказано, чтобы он взял икону, он пошел по воде пошел как по суху, и взял образ Пресвятой Богородицы, и принесли, и эта икона стала называться, так как сама приплыла это монастырь Иверский. Это нам живой пример того святости, которая сама нам показала, что иконы, и с ним бороться нельзя. Именно это ересь победили, уничтожили. Это было при благочестивой царице Ирине,